Assalamu alaikum saygılı seyirciler. Akşam şerefleriniz hayırlı olsun. Milli Telekanalının efirinde Açıklaf programması. Studiyada men Leviza Sidbilalova çalışam. Al-hazırda bugünkü kungi Kırım'da 300 binge yakın Kırım Tatarı yaşay. Ama Kırım'dan tış da binlerinin bizim vatandaşlarımız var. Bazıları sürgünlükten evvel hala da öz vatanına kayıtıp olamaylar. Bazıları ise vatandan tış, Kırım'dan tış öz karyeralarını kurarlar. Yani sebepler çeşittir. Ama Kırım'dan tış yaşayan vatandaşlarımızın vaziyeti bizni daima meraklandıran. Ve bugün bizge meraklı bir insan söhbetleşmege nasip oldu. İşte studiyamızın bugünkü musafiri da Belgiyadan kelgen bizim vatandaşımız Gulnara Hanım Bilalova. Selamun aleyküm Gulnara Hanım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm saygılı vatandaşlar. Selamun aleyküm Leviza. Hoş geldiniz Kırım'a, hoş geldiniz bizim studiyamızga Gulnara Hanım. Pek memnunmuz sizni görmege. Sağ olunuz. Gulnara Hanım, birinciden özünüzni tekrar tanıtınız, özünüz hakkında bir söz aytınız. Мы живем сейчас в Бельгии вот уже почти 20 лет. 20 лет назад мы уехали в Бельгию по академической миграции, когда муж получил приглашение на работу как приглашенный ученый. И вот с этих пор вот мы сначала жили в Германии 4 года, а потом переехали уже в Бельгию и с тех пор проживаем в Бельгии. То есть уже более 20 лет вы живете там. Чем там занимаетесь на сегодняшний день? Ну, дело в том, что мы с самого начала уехали в Бельгию именно по рабочей иммиграции, по иммиграции академическая. То есть, как я уже сказала, мой муж был приглашен на работу как ученый-физик, и мы начинали свою карьеру именно как ученые. Я делала свою карьеру по другой совсем линии, направлению другой совсем. Это здоровье, оздоровление, очень интересная тема. И на сегодняшний день, да, мы, проживая на Западе, добились очень многого, потому что, да, это не просто, даже многие бельгийцы, которые приходят к нам в гости, они, ну, коллеги нашего мужа, мои коллеги, они удивляются тому, что, будучи как бы не коренными жителями этой страны, мы добились настолько серьезных результатов, что даже местные жители не успевают за такое время короткое, потому что мы же не родились там, и у нас там нет родственников, у нас там не было друзей. То есть мы приехали абсолютно вот на голую почву, ни друзей, ни родственников, вообще никого, и строили свою жизнь вот именно как бы внедряясь в это общество, которое абсолютно отличается от нашего. И на сегодняшний день я считаю, что самое главное, что вот мы добились, это смогли себя там как бы утвердить себя и, конечно же, добиться очень многого. И я сейчас считаю, что неважно, в какой стране ты живешь, самое главное, что ты себя представляешь. Еще моя бабушка говорила, что очень важно, кто ты есть на самом деле, и если это действительно ты сможешь доказать, показать окружающим, что ты можешь внести такой вот свой вклад и человеческий, и профессиональный в это общество, то это общество, оно всегда принимает тебя как человека, как специалиста. Это очень важно. То есть таким образом вы прославляете вот крымско-татарский народ за границей, но знаем, что ежегодно вы все равно приезжаете в Крым. Так? Это так, да, это действительно это так, потому что, вы знаете, я бы сейчас вот не просто говорила про наш народ, а вообще в принципе вот добиться того, что добились мы там, даже вообще вот из постсоветского пространства непросто. И когда мы еще, но мы всегда подчеркиваем, что мы не просто из постсоветского пространства, но мы еще и крымские татары, потому что вот мне очень важно, чтобы вот народ там, который проживает, ведь мы общаемся совсем в других слоях общества, где люди читают, интересуются культурой, вообще как бы очень серьезно, не просто там с каких-то сайтов и так далее, они изучают серьезно историю народов и так далее. И нам очень важно рассказывать, что мы именно крымские татары, то есть мы рассказываем этим людям, кто мы такие, вообще, что это за народ такой, как он вообще образовался и создавался. И мне очень приятно, что именно от нас они получают эту вот информацию. Нам это очень важно. Гульнара Ханум, вот скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день проживает крымских татар в Бельгии? Ну, конечно, точного числа у меня нет, разумеется, я этим не занимаюсь статистикой, но вот как вот мы, по моим вот так вот как бы ощущениям, чуть около 1000 наших соотечественников. Конечно же, мы все разбросаны. Разумеется, в Германии их намного больше.
намного больше. Вот, мы общаемся в сетях, мы общаемся по телефону. Это очень разные люди, которые приехали на Запад по разным причинам. Кто по работе, кто как бы замужество, женитьба, кто по учебе остался там. То есть это люди, которые не просто уехали когда-то, они поехали вот именно просто вот так получилось. Да? То есть они просто вот оказались за границей по очень таким вот объективным причинам. Гульнара Хану, ну вот ваша семья крымско-татарская, Да. у вас есть муж, дети, и вот в вашей семье вы общаетесь между собой на крымско-татарском языке? Вы знаете, вот я стараюсь, мы стараемся общаться на нашем родном языке, но дело в том, что вы поймите, вот если бы мы жили в мононациональной стране, нам было бы проще, потому что тогда есть язык государственный и есть язык родной, да, но мы живем в Бельгии, где в Бельгии уже 3 государственных языка. Это нидерландский, это французский, и это небольшая часть говорит по-немецки. И поэтому наши дети, они уже заканчивают школу уже со знанием 4 языков. То есть это обязательный фламандский, нидерландский, это обязательно французский, немецкий, и еще они берут обязательное обучение, еще и английский язык, это они его знают на 100%. И, конечно же, мы стараемся сохранить еще и 5-й язык, это русский. Вот. И, конечно же, мы стараемся еще по-татарски говорить, на крымско-татарском, вот. Но мне уже приятно, что они уже знают некоторые слова, они уже могут, они уже понимают, и когда они приезжают в Крым, они сами просят бабушек, родственников, чтобы они им рассказывали, что означает каждое слово. И они прям вот просто вот как губка впитывают всю информацию. Гульнара Хану, ну вот вы говорите, что несколько тысяч, да, наших соотечественников проживает там, в Бельгии. Да. Но вы же наверняка как-то общаетесь, собираетесь. Вот как проходит вот это общение? Вы знаете, мы общаемся, но чтобы вот так вот собираться, это бывает крайне редко. И поэтому, вот, конечно, к сожалению, я бы сказала, что, наверное, в данном случае нужно... Есть у нас, допустим, общаются разные диаспоры из разных стран, допустим, вот наши друзья из Словакии, там из Чехии, вот мы общаемся из других вот стран, но там идет поддержка самого государства и самой вот как бы самой вот этой вот страны, откуда они приехали. Конечно, чтобы вот это вот все развивалось за рубежом, нужна поддержка, конечно же, Крыма и нашего крымского руководства, потому что все эти праздники, все эти события организовываются на уровне посольства, на уровне государства. А то, что мы там спонтанно собираемся, это, конечно, здорово, но хотелось бы, конечно, вот, допустим, мы очень часто приобщаемся к праздникам казанских татар. Они постоянно организуют там на уровне, знаете, это поддержка Татарстана, эти сабантуи и так далее. Это идет на очень высоком уровне, на уровне посольства, на уровне города даже. И меня часто приглашают на эти праздники, и там очень много бывает и крымских татар. Вот. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы это было еще и чисто вот для нашего народа и с поддержки, конечно же, крымского руководства. Это было бы намного солиднее. То есть, Гульнара Хану, такой вот вопрос. В таком случае, исходя из ваших слов, находясь за границей, возможно ли все-таки сохранить свою культуру, свой язык, свои обычаи? Вы знаете, вот возможно в том первозданном виде, который вот мы получили, еще живя еще в Узбекистане, да, то есть вот то, что я помню, то, что говорила бабушка, родители и так далее, то есть мы пытаемся сохранить это, вот, но вот, допустим, когда мы собираемся, 2-3 семьи крымско-татарские, конечно же, мы стараемся, это как бы получается, но так, чтобы вот, чтобы сохранить на уровне таком высоком, это очень тяжело. Я скажу вам честно, потому что, ну, без поддержки, Да. вот, это тяжело. Поэтому мы стараемся, то есть мы по мере возможности, вот взрослые люди, мы стараемся. Поэтому я хочу сказать, что именно вот парадокс заключается в том, что вот именно наши дети, которые живут там и родились там, вот младший там родился, вот, они настолько пропитаны любовью к своей родине, что они каждый год рвутся в Крым. Они ничего не признают, только в Крым и все. Им нравится. И вот уже скоро вот мы уезжаем 11 августа, уже дети расстроены, что вот не будет этого, знаете, вот этого огромное вот это вот огромное количество людей, друзей, родственников, им этого там страшно не хватает. То есть скучаете по родине? Скучаем, конечно. Ну вот какие-то праздники, да, допустим, вот Ораза байрам, Курбан байрам, свадьбы, вот как у вас проходит? Ну, во-первых, у нас свадьбы там не проходят, крымско-татарские, да, скажу вам честно. Все они пытаются их провести здесь, на родине, да, там просто интересно. досларын чагрылар, Ага. отрылар и
все. А так вот, чтобы вот свадьбу, как вы говорите, что все было, это, конечно же, здесь. Поэтому вот они устраивают их все-таки здесь. А праздники Ораза байрам, Курбан байрам, конечно же, друг дружку поздравляем. Вахтамыз олса, горушимыз, это всегда, конечно же. Ну вот на уровне вот бытовом это все празднуется. Вы каждый год, да, практически бываете в Крыму? Каждый год. У вас здесь много родственников, вся родня проживает здесь, да, насколько мы знаем. Вот почти вся. что можете сказать сегодня о Крыме сегодняшнем? Ну, во-первых, мы действительно приезжаем каждый год в Крым, и, наверное, в данном случае, вот в конкретном случае, мы, наверное, можем сказать как бы более объективно о том, что мы видим, что происходит в Крыму, потому что со стороны взгляд он всегда более как бы такой, знаете, непредвзятый, бесстрастный. И, конечно, мы заметили, что в Крыму построили новые дороги. Мы видим, что жизнь в Крыму налаживается. Но самое главное для нас, это, знаете, что в Крыму мирно. Потому что больше всего мы бы хотели, чтобы и молились все время, и молимся, чтобы в Крыму был мир, и чтобы все жители жили в мире и в согласии. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы еще и народ наш вместе со всеми этими изменениями, он с радостью воспринимал это и как бы вливался, естественно, в жизнь нашего полуострова. На сегодняшний день так получилось, что Крым под пристальным вниманием зарубежных СМИ. В Бельгии что говорят о ситуации в Крыму и о крымских татарах? Ну вот о Крыме иногда возникает там, ну так, иногда какая-то информация, ну о крымских татарах, по-моему, уже просто никакой вообще информации, я, по крайней мере, с телевидения не слышу. И я еще раз говорю, что сейчас в Европе настолько идут такие серьезные изменения, что у них есть дела поважнее, чем ситуация в Крыму и с крымскими татарами. Поэтому я думаю, что есть более серьезные вопросы, которые нужно решать Евросоюзу, чтобы в самом Евросоюзе было тихо и спокойно. Гульнара Хан, ну вот еще хотелось бы подробнее поговорить о тех крымских татарах, которые проживают в Бельгии. Вот в основном, чем они там заняты, в какой сфере работают? Знаете, я вот как раз хочу сказать о том, что вот наш народ, он всегда был трудолюбивый. Он не просто умел хорошо работать руками, но еще и головой. И даже когда мы жили в Узбекистане, ну кто на Урале, кто в Узбекистане, вы знаете, нас уважали, начинали уважать и любить не за то, что мы там крымские татары или какие-то мы особые и так далее, а за то, что мы доказывали вот именно своим трудом и своими мозгами, что мы действительно очень много умеем делать и делаем. И вы же знаете прекрасно, что в Узбекистане у нас были и в министерстве работали наши люди, конечно, и главные врачи, и директора школ, и в университетах, и так далее. Вы знаете, вот на Западе вот такая же ситуация. Вот все, кого я знаю, это люди, которые занимаются либо наукой, либо они прекрасные специалисты, там, преподают музыку на высоком уровне, либо они играют в оркестрах, либо, ну, то есть это действительно вот одни из самых лучших представителей нашего народа, которых там любят, уважают и ценят как человека, как специалиста. И мне очень приятно, что они настолько патриотичны и гордятся своим происхождением, что никто из них не говорит, что я просто вот откуда-то, да, они говорят, мы крымские татары. И когда их спрашивают, что это такое, ну сейчас, в принципе, уже дело в том, что вот с этими событиями последними произошло очень много интересного. Если раньше вообще не знали, кто такие крымские татары, то теперь уже знают, что есть такая нация. Вот. И нам очень приятно, что благодаря вот нашим вот этим вот западным, проживающим на Западе крымским татарам, люди узнают, ну, более такую, знаете, правду о нашем народе, да, потому что мы-то об этом рассказываем с любовью и рассказываем, что мы за люди и так далее. И мне очень приятно, что вот нас еще, благодаря этим людям, еще и на Западе узнают еще больше о нашей стране, о нашем Крыме, о наших крымских татарах. Так что там очень интересные люди живут. Гульнара Хан, ну согласитесь, что сегодня крымские татары это очень маленький народ, да, нас очень мало, и мы вот как бы боремся, скажем так, за то, чтобы все-таки наша интеллигенция проживала в Крыму. Вот у вас нет такого желания в будущем все-таки переехать в Крым? Вот скажу вам честно, и об этом знает вся наша родня, мы делаем все возможное, последние, наверное, лет 15. Мы очень хотим перебраться сюда, переехать, и делаем все возможное. И таких, как мы, немало.
Вот. Единственное, конечно, что вот мы бы очень хотели, чтобы была такая вот специальная программа, которая бы помогла нашей интеллигенции, которая проживает на Западе, которая действительно могла бы принести очень много пользы своему народу. Конечно, Ведь наш народ, он не только должен все время работать руками. Понимаете, ведь очень много людей, мыслителей, которые были в прошлом и сейчас, просвещенцы, которые действительно могли донести правду о нашем народе, именно с любовью, и помочь своему народу. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы наше руководство здесь, в Крыму, и российское руководство сделали все возможное, чтобы помогли этим людям, которые живут на Западе, которые действительно сейчас обогащают своими знаниями, своим опытом западную культуру, западную науку, которые готовы внести вклад в развитие своего народа. Я бы очень хотела, чтобы была такая программа, чтобы помогли именно таким, как мы, которые хотят приехать и помочь, потому что, поверьте, вот тот опыт, который есть у нас там, он очень пригодится здесь. Ведь очень многие крымские татары, да не только, они мечтают уехать на Запад, это не секрет. А я всегда им говорю, вы знаете, ведь можно этот самый Запад построить здесь. Можно построить это все здесь и жить и наслаждаться этим раем. И не нужно мечтать о чужбине. Только на своей земле ты можешь быть пригодным и оказать действительно достойную помощь своим соотечественникам. Поэтому это, конечно, наша не только мечта, но мы делаем все возможное, чтобы вернуться на родину. Гульнара Ханом, вот у вас сейчас есть такая возможность. Что бы хотели пожелать нашим соотечественникам, проживающим в Крыму, проживающим за рубежом, что бы хотели им сказать? Ну, во-первых, проживающим за рубежом хотела бы я сказать, что, вы знаете, я знаю, что вы часто приезжаете в Крым, и я знаю, делаете все возможное, чтобы вернуться на родину. Пожалуйста, не сдавайтесь. Вот, все будет очень хорошо. Нужно просто терпение и каждый день делать все возможное, чтобы быть и жить на родине. А нашим соотечественникам, которые живут здесь, на нашей родной земле, хотела бы пожелать. Вы знаете, вы счастливчики, потому что вы живете на родной земле, на родине предков, которая просто пропитана энергией наших предков, история которых исчисляется не столетиями, а тысячелетиями. Мы коренной народ этой земли, и поэтому для того, чтобы быть достойно представленным в этом на своей родной земле, я просто от всей души вот хочу пожелать всем нашим соотечественникам, вы знаете, самое главное, не жалейте инвестировать деньги в образование ваших детей, потому что для того, чтобы включиться полноценно в жизнь своей родины, нужно все-таки очень много знать. Нужно много учиться, и только добиваясь образования, обучения, можно добиться очень многого. Ведь вспомните, когда мы жили в депортации в Узбекистане, ведь мы все мечтали о чем? Вот закончить школу и получить достойное образование. И поэтому вот сейчас я обращаюсь не к моему поколению, потому что нам уже за 50, а именно к молодежи, которым сейчас вот 20, за 20, по 20. Это люди, это наше будущее. И поэтому я от всей души желаю вам, чтобы вы образовываетесь, изучайте историю своего народа, изучайте науку в полной мере, потому что только будучи образованными, изучая все досконально, вы сможете помочь своему народу и достойно войти в наше совместное общество и представлять наш народ на очень высоком уровне. Гульнара Ханом, Крым – это очень многонациональный регион. И что бы вы могли пожелать в этом контексте всем крымчанам? Да, действительно, Левиза Ханум, Крым, он был и есть, и всегда будет многонациональным регионом. И мне очень приятно, что все жители Крыма всегда жили и живут в мире. Конечно же, прежде всего, хочется пожелать всем жителям Крымского полуострова терпения, прежде всего, потому что ведь действительно, если мы хотим жить в мире, все нации вместе, то нужно, конечно же, относиться друг к другу не только с уважением, но еще и с терпением, потому что только так можно построить общий совместный дом. Наши родители и вот мы – это те люди, которые возвращались на родину. Это было непросто, это было, правда, непросто. И, конечно же, опять же, хочу сказать, что не было такой вот специальной программы помощи этим людям. И все вот эти вот люди – это мои родственники, это мои друзья, которые в тяжелых условиях поднимали свои семьи, поднимали дома. И очень многие просто даже не смогли дать образование своим детям достойного. Это было непросто. И в данном случае вот я бы хотела привести пример нашу маленькую Бельгию, где мы сейчас живем. Ведь там
живут и жили абсолютно два разных народа. Это валлонцы и фламандцы, которые, вот надо отдать им должное, они умеют договариваться, и никогда не проливается кровь из-за какой-то там, допустим, политики и так далее. Был момент, когда государство было без правительства, больше года существовало, и они договариваются. И поэтому для того, чтобы построить мир и совместный дом, нужно терпение, уважение и умение договариваться. Поэтому я от всей души желаю всем крымчанам понимать и относиться к этому с уважением. Спасибо большое. Гульнара Галум, чох сагол, у нас было очень приятно с вами познакомиться, пообщаться. Очень рады вас видеть в нашей студии. Удачи вам в ваших делах и ждем вас в следующий раз на нашем телеканале. Урметлі сейерчилер, бойлелектен ачыклав программасы сонуна етті. Келечек эфирлерде көрішмек үзрем, сағлық не қалыңыз.